Соратник Горбачева в перестроечную эпоху, один из руководителей Народного фронта в независимой Белоруссии, несколько лет прожил под Берлином, в замке, который его владельцы завещали превратить в дом творчества. Но на самом деле сегодня более 40 городов мира готовы предоставить стол и кров преследуемым на родине писателям. Города-убежища принимают литераторов из Турции, Алжира, Ирака, но последнее время и из стран СНГ – Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии. Российские авторы пока за помощью не обращались. Из нашей страны сегодня бегут только некоторые медиамагнаты. То ли российские писатели лояльнее, чем в других бывших советских республиках, то ли власть больше интересуется телевидением, чем литературой. В Белоруссии, с которой мы вскоре можем образовать единое государство, все пока не так. Собственное мнение лишает уверенности в личной безопасности даже такую мировую знаменитость, как Василь Быков. Ну, не только угрозы. У нас для этой цели режим владеет многими средствами, самыми различными на всех уровнях. Так что мне оставалось только ожидать, после того, что против меня, так сказать, было организовано, прежде всего, масс-медиа, ну, а также спецслужбами, мне оставалось только ожидать вот именно этого самого тихого исчезновения. К нападкам на себя и на свои книги Быкову не привыкать. Они сопровождали его всю жизнь. «Окопная правда» – такой термин придумали послушные советские критики для военной прозы писателя, как бы подчеркивая, что из окопов не дано увидеть настоящей правды о войне. Больше всего ругали мою повесть. В 1966 году она напечатана была в «Новом мире». «Мертвым не больно». Повесть эта сразу же была разгромлена «Правдой». Она не издавалась, и даже упоминание о ней вытравливалось из статей критиков, из обзорных статей. Но она же и была первая, может быть, первая моя книга, изданная вот здесь, в Германии. Василь Быков издавался без помех только во время перестроечной пятилетки и первых лет независимой Белоруссии. Потом на родине его объявили политически отсталым и перестали не только печатать, но и просто вспоминать. Как-то Союз писателей российский никак не вступился и не попытался решить вашу проблему. Вы же знаете, в Союзе писателей тоже рассыпался, тоже раскололся, его уже нету. У меня связи остались и хорошие, дружеские с Союзом писателей Москвы, Московским Союзом писателей. Вот там, где Черниченко, Казакова, Оскотский. Вот. А остальные, увы. А почему Черниченко старался как-то? Ну, они старались. Они даже печатали обращение в «Известиях» на первой странице. Обращение к Путину, чтобы он, так сказать, помог Быкову там и так дальше перебраться в Москву. Ну, в таком плане. Но и писали потом. Но, увы, никакого ответа. И в новой России с ее демонстративным, чтобы польстить коммунистическому электорату, культом Великой Отечественной войны, Василь Быков, один из самых честных ее, этой войны, участников и свидетелей, не ко двору. Кому в Москве нужна окопная правда, когда уже и гимн, и красный флаг восстановили, а дальше, глядишь, и генералиссимуса снова на пьедестал поднимут.
вслед за Железным Феликсом. Не говоря уже о том, что Россия вот уже скоро 10 лет как воюет. А правду об этой войне мы узнаем из кремлевских кабинетов и победных реляций государственных телеканалов. А дурной пример, как известно, заразителен. Канавы нет. Вот. Это любимое место. Ну, конечно, любимое, конечно. Да. Алло. Да. А в любом случае так и будет. Какая разница? Мы приезжаем в 7 вечера, уже ничего. Мы сорокопятчики. Еще нас называют ПТО, а чаще пушкарями. Ребята подобрались хорошие, правда цапаются иногда между собой. Но все эти стычки не больше, чем детские забавы по сравнению с тем злом, что обрушил на нашу землю фашизм. Вокруг затаилась смерть, а мы не думаем о ней. Ни я, ни они не представляем себе, что мы можем умереть. Хотя всем нам это ежесекундно уготовано на войне. Быков прошел ту страшную войну с первых дней. В 41-м ему было 17 лет. Он учился в Витебском художественном училище. Ушел на войну добровольцем и закончил ее в 45-м в Австрии. Слушай, Лукьянов, ты до войны парикмахером был, что ли? Нет, я до войны в архитектурном учился. А я думал парикмахером. Очень уж ты деликатно тряпку держишь. Да три ты крепче, не разорвется, не бойся. Фу, архитектор. Служил в пехоте, о которой сам потом напишет. Кому неизвестно, что жизнь бойца в пехоте была самой короткой. Неделю в наступлении, месяц в обороне. Максимальный срок для солдата стрелкового батальона, за которым следовал земотдел или здравотдел, как невесело острили пехотинцы. Иной исход был крайне маловероятен. Другую работу дам. Василий Владимирович, а что для вас война? Осознание черного и гнетущего, как ни странно, пришло после войны, когда укоренилась в сознании, ну, такая максима, как, скажем, убивать плохо. Ведь 18-летний, пришедший на ту войну, каждый почти ощущал собственную неполноценность, если ему шла война, а он, например, не убил ни одного немца. Он чувствовал уже какую-то уязвленность, так сказать. Вот. И только после войны, гораздо после войны, вот пришло понимание того, что, может быть, не надо было убивать, или, может быть, не всех надо было убивать. Каждая нация нуждается в героическом эпосе. Это коллективная память о времени, когда не умозрительно, а реально разрозненные человеческие жизни проживались как одна судьба. Тогда все люди сплавлялись в целое, в коллективную личность, в которой оставалось так мало места для индивидуального. В
Василий Владимирович, вы как работаете? Вот как вам пишется? Это для вас труд, радость или муки? Это всегда труд. Всегда труд, и я бы сказал, тяжелый труд, который редко приносит удовлетворение. А когда уверенность появилась в своих силах как литератора? После какой повести? А у меня такой уверенности нет до сих пор. Понимаете, литература все-таки вещь штучная. Весь опыт предыдущих лет и предыдущих произведений, он не помогает совершенно при создании, так сказать, нового. Он уходит вместе с ушедшими произведениями. В Советском Союзе Василий Быков успел достигнуть всех мыслимых высот. Ленинская премия, Государственная премия СССР и Белоруссии, Народный писатель Белоруссии, Герой социалистического труда. И все же своим он так и не стал. В партию не вступил, в пропагандистских акциях не участвовал. О его скрытой оппозиционности власть всегда догадывалась, но оттолкнуть его боялась. А вам приходилось писать в стол? Вот вам приходилось начинать какое-то произведение, которое вы точно знали, что опубликовано быть не может? Ну, я скажу, что я не афиширую это, но кое-что у меня до сих пор есть. Вот. Это я вам первым признаюсь. Кое-что есть не опубликовано. И я полагаю, что сейчас публиковать не пришло время. Ну, это про войну какие-то повести? Как раз это про войну, но не ту войну, в которой я участвовал. Это про некоторые другие войны. Винтовчики наші світлі, дівчат червоно-білі! У бывших советских народов, перебравшихся в особняки, от общего дома сегодня осталось немного. От общего дома, в котором была в том числе война, общее страдание и общая победа. А теперь, когда Советский Союз распался, и по прошествии времени люди, пережившие войну, оказались в абсолютном меньшинстве, кому вообще нужна та самая окопная правда Василия Быкова, которая, кажется, уже навсегда ушла в прошлое? Правда о том, что все на фронте было лимитировано, все дефицитно, кроме человеческих жизней. Правда о чудовищных жертвах, которыми проплачивались приказы о бессмысленных атаках. О том, что было запрещено выносить раненых, это приравнивалось к уклонению от боя. Правда об отсталости нашего оружия в первые годы войны. Эта неприглядная правда была не нужна и в стране победительницы. Что уж говорить о сегодняшнем дне. Новое поколение, ускользнувшее от военно-патриотического воспитания и игры зорница, из всех искусств главным по-прежнему считает кино. И если оно с удовольствием смотрит культовую киносказку о Штирлице, кровавая драма войны, которая молодежи кажется древней историей, ее не цепляет. А в кино Василий Быков тоже поработал достаточно. По его произведениям было снято 7 художественных фильмов, из них 5 по его собственным сценариям. Однако удачной картиной писатель считает лишь одну – «Восхождение» режиссера Ларисы Шипитько. Вам придется обременить свою совесть. Теперь так или иначе придется. Я не предам. Не предам. Есть вещи поважнее собственной шкуры. Где они? Ну что это? Из чего он состоит? Это чушь.
Мы же конечны. Со смертью для нас кончается все. Вся жизнь, мы сами. Весь мир. Не стоит. Ради чего? Пример для потомков. Но героической смерти у вас тоже не будет. Вы не умрете. Вы сдохнете, как предатель, мразь. Мразь человеческая. Надо сказать, очень долго они не соглашались. Лариса Шипицкая, вечная ей память, так сказать, была женщина и художник очень принципиальный и настойчивый. Она обращалась к Суслову. Потом был ряд условий, чтобы сценарий писал не Быков, значит, другой. Ну, я на это согласился. Сценарий написал Клепиков. Хороший сценарий и хороший режиссер. Господин следователь, одну минуту! Господин следователь! Вы это вчера говорили! Я согласен! Согласен! Я тут, ей-богу, ни при чем! Гермайер, еще раз извините, этот парень просится в полицию. Может, оставите его для проверки? Dann überprüft ihn doch meinetwegen. So, jetzt aber voran. Вы согласны вступить в полицию? Человек, заплутавший на войне. Вот, по его собственному выражению, герой военной прозы Быкова. Моральная грань между естественным желанием выжить и предательством, преступлением на войне едва заметна, но катастрофична по своим последствиям. Не каждому по плечу подвиг, особенно тем, кто рос в мирное время и не читал книжек о войне. Особенно в стране, делающей вид, что она не воюет. В Белоруссии, где погиб каждый четвертый житель, есть одно священное место. Это Хатынь. В 1943 году каратели уничтожили эту маленькую деревню вместе со всеми ее обитателями. А их было 149 человек, включая 75 детей. Сегодня там, где стояли дома, каждые 30 секунд, днем и ночью, бьет погребальный колокол. Он звонит не только по хатынцам, но по жителям всех 186 белорусских деревень, сожженных фашистами. У входа в мемориал фигура единственного оставшегося в живых жителя деревни, Юзефа Каминского. Раньше о нем говорить как-то не любили. Видимо, идеологам не нравилось его польское имя. Но что такое Хатынь, знали все. Сегодня вспомнят скорее смоленскую деревню Катынь, где сотрудниками НКВД были расстреляны 10 тысяч советских граждан и 4 тысячи поляков. 4 тысячи из 30 тысяч польских офицеров, а это командный состав целой дивизии, уничтожены в Советском Союзе накануне войны с общим врагом – Германией. Так что в Польше тогда фашистами считали и советских тоже. Последние десятилетия изменили наше представление о Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза. Поэтому и старые военные фильмы сегодня смотреть трудно, практически невозможно. Больше всего недоверия вызывают в них немцы. Ходульные, карикатурные, примитивно жестокие. Может, это самое трудное – показать врага? На несколько минут я вас оставлю, господин. Я не читал ни разу и не было попытки понять немцев, что они за люди, для чего они пришли, обмануты ли они, звери ли они все. Осмыслить национальную сущность, так сказать, должна национальная литература. Я думаю, что немцы осмыслили ее. Немцы написали меньше, но все-таки был у них
Генрих Бёль. Это, конечно, великий немец. Когда-то мы, во-первых, воевали с ним на одном фронте. Вот на севере Молдавии. Вот он потом ушел в госпиталь, а я остался. Может быть, поэтому мы не убили друг друга. Один из героев Бёлля, американский офицер, военный следователь, в конце Второй мировой войны говорит о побежденной Германии. Иногда мне кажется, что в этой чудесной стране найдется не больше 5-6, на худой конец 9 виновных. И нам невольно придется спросить себя, против кого же, собственно говоря, велась эта война? Неужели против одних только рассудительных, симпатичных, культурных, я бы даже сказал, сверхкультурных людей? В Советском Союзе слово «немец» было синонимом врага. Сколько времени должно было пройти, чтобы в представителях этой нации снова увидеть людей? Vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Und wenn wir uns wieder überdrehen, will ich bei der Kaserne stehen und ein Lili Marleen, wie ein Lili Marleen. Ну вот вам не пришлось как-то перестраивать свое отношение от тех немцев, с которыми вы воевали, к тем немцам, с которыми вы сейчас живете бок о бок? Нет. А? Нет. Нет, нисколько. Ну, я мог бы рассказать, это длительный все-таки был процесс. Я еще где-то примерно в 1982 году начал сотрудничать с акцией искупления. Это такая была акция Евангелической церкви. А это было реально те люди, которые у нас воевали? Это были разные люди, хотя были такие. Помню, был инвалид безрукий. Вот, ему руку после ранения отняли в Минске, в госпитале. Рассказывал, как все это было. Ну и были другие. Были там пасторы и были интеллигенты. Они приезжали, убирали могилы в Хатыни у нас. Я знаю этих людей. Других немцев? Это, да, конечно. Поэтому никакого, так сказать, конфликтного такого сближения у меня с немецким народом не происходило. А вам хочется вернуться домой в Минск? Конечно, конечно. Я имел намерение вернуться. Вот. И проживание оформлял. И когда у нас состоялись президентские выборы, я думал, что президент будет другой человек. Но оказалось, что, увы. Как только откроется возможность, вы уедете. Ну да, ну ведь там же остались не только родина, так сказать, и пейзажи родные, ну и культурная среда. Я здесь очень страдаю от того, что нет со мной моего архива, моей библиотеки, нужных книг я не могу здесь найти. Надежды демократов оказались иллюзорными. На последних выборах Александр Лукашенко набрал 85% голосов. Путину, самому популярному политику России, далеко до рейтинга его белорусского коллеги. Инструментарий все-таки другой. Но и в Белоруссии, и в России последнее десятилетие принесло демократической интеллигенции множество разочарований. Главное, лагерь сторонников либеральных партий сужается, как шагреневая кожа. То ли народ равнодушен к чаяниям интеллигенции, то ли интеллигенция к проблемам народа. Однако тот факт, что Василий Быков и его соратники остались в явном меньшинстве, не меняет его взглядов. Он твердый противник социализма,
при котором прожил практически всю свою жизнь. Сторонник частной собственности, безусловно. Вот. Насчет отношений, те, я полагаю, оптимальные, которые естественным образом складываются, а не строятся с учетом чьей-то программы, вот, сочиненной в библиотеках, как это марксизм был сочинен в библиотеке. Так и программы реформ, вот при Ельцине, то, что Гайдай делал, это тоже было сочинено в библиотеке. Да, наверное. Поэтому она такая и получилась. Сочиненная в библиотеке. Взгляды крестьянского мальчика Василя Быкова сформировали годы коллективизации. Все же необъяснимо, как социальная реформа, которая сломала жизнь или погубила миллионы русских, украинских, белорусских крестьян в 29-м и последующих годах, прошла мимо сознания городских писателей, так много сказавших впоследствии о 1937-м. Однажды утром я проснулся от того, что плачет мама. Мама рыдает. Нельзя так! Так нельзя! Это не по-человечески! Это не по-большевистски! Это явный суицид! Отойди! И мы же сами себя вредим! Выяснилось, что вчера организовался колхоз, и ночью, поскольку это было весной, надо было начинать сеять поля, бригада активистов проехала и забрала все запасы у крестьян. Вот. И мать плачет от того, что кормить детей нечем. Негативное отношение к прошлому часто заставляет видеть только позитив в настоящем. И напротив, неприятие настоящего иногда ведет к романтизации прошлого. Быкову удается не попасться ни в одну из этих ловушек сознания. Все, так сказать, познается в сравнении. Вот. И когда я начинаю сравнивать какие-то вещи, явления того времени с тем, что мы имеем теперь, особенно что касается моей Белоруссии, то я все больше прохожу к мысли, что мы, так сказать, ушли в худшее. В чем? Особенно это, что касается культуры, например. На наших глазах вот, в течение нескольких считанных лет она просто погибает. Для этого, например, всех литературных журналах сменили в одночасье главных редакторов. Ну, а в редакции, люди из редакции сами ушли. И там пришли новые, вот, которые поставили задачу именно услужения режиму и президенту. А зачем они это делают? Ведь проще всегда как-то прикормить писателей. В том-то и дело, что прикормить это была политика советской власти. Она прикармливала. Василий Владимирович, а вопрос денег для вас в советское время был таким существенным, насущным? Или достаточно книги давали денег? Денег как раз меня, особенно вот в 80-е годы, когда наладились мои отношения с литературой и с начальством, деньги приносили много денег. Но все дело в том, что реализовать же их было некуда. Боже мой, куда? Квартиру нельзя было купить, отремонтировать ее было нельзя. Ну, Союз писателей же помогал, и с машинами в очередь ставили, и с квартирами. Помогали, но Союз писателей тоже не мог. Ведь были времена, когда, например, шапку зимнюю, чтобы купить, надо было идти по списку, который опять прошел из Союза писателей, дошел до универмаги, и в универмаге в Минске. Вот по этому списку я только мог купить себе зимнюю шапку, пыжиковую. 13 лет прошло после падения Берлинской стены, и мы понимаем, что самые крепкие стены не из бетона, они в головах и душах людей. Спекулируя на ценностях прошлого, которые в Беларуси остались почти нетронутыми, Александр Лукашенко и сегодня без труда правит и победоносно избирается. Но все эти ценности создавались советской интеллигенцией. И сколько бы она ни сетовала на свое бесправие в прежние времена, от этого факта никуда не уйти.
Это с Василем Быковым власти не удалось договориться. А сколько писателей были рады служить, и даже не за «Жигули», за пыжиковую шапку. Значит так, нужна тебе всего-навсего шапка. Кролик не годится, кошке не идет. Слушай, а что если тебе боярскую шапку, а? Соболью! Ну что, ну ты бог, это мне боярскую боксу, я не могу, ну бог с вами. Да ты что? Ты кого за дурака держишь? Тебе не это нужно. Тебе нужно совсем другое. Ты хочешь дуриком пролезть в другую категорию, в другой класс. Ты хочешь, чтобы тебе выдали такую же шапку, как мне. Ты хочешь, чтобы нас с тобой уравняли, тебя и меня, так? О чем вы? Вы мне? Вот ты. Ты ведь не пишешь против советской власти. И думаешь, что мы тебе за это спасибо скажем. Не скажем. Нам мало, что ты не против. Нам нужно, чтобы ты был за. А вот тот, кто крутится, носом воротит, тот вот накося. Выкуси. Завершение. Только кукушка своих птенцов не ест. А здесь кушают с хрустом. Это правда, да.